Предлагаем вашему вниманию брифинг по обстановке продовольственной безопасности. Добрый день. Сегодня я хотел бы сказать, что ситуация на продовольственном рынке остается более-менее стабильна. Поставщики в центральной части Российской Федерации, производители продуктов действительно испытывают трудности по поставке вагонов и направлению Дальневосточный федеральный округ тех или иных наименований продуктов. Поэтому сегодня увеличилась поставка в Республику Саха-Якутия. Раньше она была приблизительно от 14 до 20 дней, то сегодня она составляет практически до 40 дней как минимум. Есть моменты где-то до 1,5 месяцев. Поэтому вот здесь мы сегодня готовим в адрес РЖД России и Министерства транспорта Российской Федерации письмо за подписью председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко об оказании содействия по поставкам вагонов в направлении Республики Саха-Якутия. Второе, сегодня сложилась ситуация по нехватке оборотных средств. Да, действительно, многие предприниматели сейчас испытывают нехватку оборотных средств для закупа, для опережающего закупа тех или иных наименований продуктов. Поэтому здесь у нас антикризисный штаб, на уровне республики работают, прорабатываются разные вопросы поддержки не только малого и среднего предпринимательства, но и вообще в целом поддержки экономики нашей республики. Готовится ряд федеральных мер. Сегодня озвучено Министерством экономразвития Российской Федерации и курирующим заместителем председателя правительства Российской Федерации Андреем Ремовичем Белоусом, что в марте месяце будет подготовлен и принят первые 2 пакета мер, антикризисных мер по экономике. Первая мера, она выйдет уже где-то к 15 марта, и вторая мера, это мера пакет поддержки, выйдет где-то к концу марта месяца. В принципе, уже первая мера поступила в адрес Государственной Думы Российской Федерации, и, соответственно, субъекты Российской Федерации тоже вносят свои предложения в данный пакет мер. И сегодня вот с учетом и тех мер, которые готовятся на федеральном уровне и на уровне других направлений, сегодня, и вот, как я сказал, в республике тоже готовится свой пакет мер, которые мы будем обсуждать, идет обсуждение и будем принимать в ближайшее время. И, соответственно, хотел бы сказать, что нельзя сегодня паниковать. Сегодня ситуация, в принципе, находится на стабильном уровне. Как я сказал, продукты питания, в принципе, имеются. И, республиканским оператором Якутоптор сегодня, приобретается дополнительно по 9 наименованиям продуктов, восполняемый запас социально значимых продуктов. Буквально они, сегодня-завтра будут приобретены, контракты уже подписываются, и, поступление на территорию республики города Якутска намечается где-то в течение месяца, 1,5 месяца. Это был брифинг по обстановке продовольственной безопасности в регионе. Ну а мы идем далее и переходим к выпуску новостей. Вот его темы. Масштабные командно-штабные учения РСЧС пройдут в республике. 2 пожара произошло сегодня утром в Якутске. Пострадавших нет. День оленевода отмечается сегодня в Якутии. В Якутии разработали план первоочередных мер для устойчивого развития экономики региона в условиях санкций. Будет скорректирован прогноз социально-экономического развития с основным упором на импортозамещение, цифровизацию, развитие агропромышленного комплекса и альтернативной энергетики. В первую очередь внимание будет уделено поддержке предприятий системы жизнеобеспечения, которые обеспечивают завоз топливно-энергетических ресурсов, продовольствия и продукции технического назначения. Премьер республики Андрей Тарасенко отметил, что прямо сейчас стоит задача обеспечить плановый и досрочный завоз грузов. Рассматривается вопрос об отсрочке по региональным налогам для предприятий системы жизнеобеспечения. Одновременно с этим направлено предложение в адрес правительства страны по субсидированию процентных ставок.
Своих не бросаем. Наклейки с таким призывом появились на автотранспорте в Ленске. Это акция администрации Ленского района в поддержку спецоперации Российской Федерации на Донбассе и в поддержку граждан Донецкой и Луганской народных республик. Наклейками снабдили не только машины, обслуживающие сотрудников муниципалитета, но и автобусы. Со вчерашнего дня на городском общественном транспорте, выезжающем на маршрутную линию, на лобовом стекле наклеена отчетливая надпись «Своих не бросаем». Сами работники автотранспортного предприятия «Гранит» в большинстве своем поддерживают решение президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем учреждении «Гранит» проходит акция, приурочена Луганской и Донецкой республике. У нас на линии находится 10 автобусов. Также мы наклейки наклеиваем на автомобили легковые, которые водят администрацию. Ну и по маршрутам поддерживаем, конечно. Все поддерживаем. Весь коллектив нас, в том числе и я. Команда профессиональных путешественников под руководством блогера-экстремала, путешественника Богдана Булычева вновь дала старт автопробегу на крайний север. В прошлом году они проложили свой маршрут до Новосибирских островов. В этот раз они планируют доехать до Юрюн-Хая, Анабарского улуса Якутии, до мыса Пакса, куда до сегодняшнего дня еще не добирался никто на стандартных автомобилях. Автопробег будет посвящен столетию Якутской ССР. Команда вместе с представителями Министерства по внешним связям и делам народов республики в честь этого события наклеили на кузов машины наклейку с надписью «Столетие ЯССР». Мы очень рады, что в этот юбилейный для нас год, когда ровно 100 лет назад Якутия обрела свою государственность и начался новый виток своего развития, исторического развития Якутии, вы совершаете именно этот автопробег, легендарный, уникальный автопробег до Анабарского района. Это огромное расстояние. И в этом году у нас запланировано очень различные мероприятия в различных сферах. Это юбилейные мероприятия, это и реставрация, и строительство новых объектов, это и проведение крупных различных мероприятий, в том числе культурных, спортивных. И этот автопробег станет еще одним большим вкладом в празднование нашего столетия. Я хочу вам пожелать от имени нашего Министерства по внешним связям и делам народов легкой дороги и чтобы все прошло удачно. Спасибо. Спасибо вам огромное. 20 человек эвакуировали при пожаре в жилом доме в Якутске. Информация о возгорании в трехэтажном доме по улице Можайского поступила в 5:52 по якутскому времени. В результате поврежден пол на втором этаже. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 16 человек личного состава и 3 единицы техники. Еще одно возгорание произошло в столице республики в гараже с пристроенным одноэтажным зданием по улице Мархинка. Пожарные эвакуировали 10 человек. В результате по всей площади огнем повреждены гараж, 3 автопогрузчика и производственный цех. Общая площадь пожара составила 450 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены хозяйственные постройки, пиломатериалы и административное здание. Масштабные командно-штабные учения РСЧС единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пройдут в Якутии. В ходе этих мероприятий проверят готовность районов и городских округов к прохождению весеннего половодья и пожароопасного сезона. На заседании Пресштаба по охране лесов от пожаров в режиме ВКС первый вице-премьер Якутии Дмитрий Садовников вместе с руководителями отраслевых ведомств заслушал доклады муниципалитетов, дал разъяснение о порядке проведения учений. Первые командно-штабные учения состоятся в Амгинском и Алданском районах. В последнюю очередь учения проведут в Среднеколымске в середине апреля. Добровольческий штаб по борьбе с лесными пожарами, который был создан еще в прошлом году, начал проводить экспресс-курсы добровольных пожарных для желающих. Первые слушатели сегодня уже начали свое обучение. Для этого специально в столицу региона прибыли волонтеры из Москвы и Республики Бурятия. Курсы добровольных пожарных будут проходить по 3 дня. За это время ученики не только выслушают теоретическую часть, но и пройдут полное практическое обучение, как оказать первую медпомощь, как тушить лесные пожары с применением подручных средств и многое другое. Это по инициативе экологического корпуса «Глобус» в рамках подготовки добровольцев
добровольных пожарных мы решили запустить образовательную часть для простых людей, граждан, которые будут готовы поехать добровольно тушить пожары. Ну, какой период это будет проходить, как будет проходить обучение? Сегодня кто ваши слушатели? Так, ну, вот эти курсы, они на 3 дня. Приехали к нам из тоже экологического корпуса Байкала, Улан-Удэ, также с Гринписа Москвы, то есть 2 человека приехали, 2 спикера. Это специалисты, которые по 12, по 6, по 10 лет уже работают в этой сфере. Юбилейные мероприятия, посвященные 25-летию сети президентских школ, завершаются в Якутии. В рамках этого состоялось торжественное заседание образовательного форума «Сеть президентских школ. Время новых инициатив». Участники обсудили вопросы старта новой инициативы развития сети, создания научно-образовательных комплексов опережающего развития и обеспечения вхождения президентских школ в топ-100 школ России. В целом, по итогам работы форума будет разработана дальнейшая концепция развития сети школ первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева на территории региона. В рамках форума празднования 25-летия мы обсудили стратегию, концепцию развития сети президентских школ. И в обновленном формате мы запланировали эту стратегию. Хотим утвердить его на уровне министерства и так же, как было в прошлом, утвердить законодательно. И хотим ввести законопроект, статью об образовании Республики Саха-Якутия. В рамках Дня народного мастера в республике в Музее музыки и фольклора состоялась арт-встреча с этнофольклорным ансамблем «Алако» Оленёкского эвенкийского национального улуса. Участники ансамбля выступили с национальными эвенкийскими танцами и с народными песнями. Помимо этого продемонстрировали национальные костюмы. Мы участвуем во всех проводимых мероприятиях и культурных, и также нашей целью является именно воспитание подрастающего поколения, примере ЗОЖ, сохранить, чтобы наше культурное наследие эвенкийского народа, возродить наши традиции. Сегодня по всей республике отмечается День оленевода. Эта праздничная дата учреждена в целях сохранения и развития оленеводства как основы уклада и образа жизни, культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера, повышения значения оленеводства в развитии экономики региона. В настоящее время в Якутии более 100 оленеводческих хозяйств. В них трудятся свыше 1000 человек, а поголовье домашних оленей превысило более 150 тысяч голов. Сегодня в республике уделяется большое внимание изменению принципов и основных направлений государственной поддержки оленеводства, племенной работы, ветеринарного обслуживания, защиты домашних оленей от хищников, экологической охраны пастбищ и кадрового обеспечения. В последнее время многое делается для оленеводства, чтобы поднять эту отрасль. Благодаря нашему депутату Елене Христофоровне с нынешнего года будут оплачивать детям, помогающим оленеводам, зарплату. По программе ИЖС молодым семьям даются квоты для строительства жилых домов. В преддверии Международного женского дня Федеральная служба судебных приставов присоединилась к общероссийской акции «Вам, любимые», в рамках которой поздравили сотрудников и посетительниц Верховного суда республики. У меня на этом вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. До встречи в эфире.